Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как в Казани из окна 5-го этажа выпал двухлетний мальчик. Сказали, с 5-го этажа выпал ребенок. Спасти его не смогли. И гибели 3-летней девочки после падения с 7-го этажа в Елабуге. Покажем обвиняемого в убийстве 38-летнего мужчины в парке Черное озеро в ночь с понедельника на вторник. Он, скажем так, достал нож, и я убью сейчас, и порезал меня вот. То есть я, боясь за жизнь жены своей, вообще в сторону сразу оттолкнул. А также хроника дорожных происшествий. Сильные ушибы 2 коленей и локоть, защита спасла. Это и не только. Прямо сейчас. Двухлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа одного из домов на улице Минская в Казани. Трагедия произошла около 16 часов вечера. Очевидцем происшествия стал случайный прохожий. Ребенок упал практически ему под ноги. Мужчина вызвал скорую помощь, но травмы, полученные ребенком, оказались несовместимы с жизнью. Жители дома считают, что мальчик находился дома один. Где были родители, соседи не знают. С этой семьей практически не знакомы. Квартиру они снимают. Живут в этом доме всего месяц. С сотрудниками полиции, поняли, что в этой квартире, что сказали, с 5-го этажа выпал ребенок. Вот. А в Елабуге из окна 7-го этажа выпала 3-летняя девочка. Как стало известно, она облокотилась на москитную сетку, конструкция не выдержала ее веса. В результате полученных травм малышка скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, семья многодетная. В момент трагедии мама 3 дочерей занималась стиркой, отец был на работе. Вахитовский районный суд арестовал сегодня 40-летнего подозреваемого в жестоком убийстве мужчины в центре Казани. Напомним, в 2 часа ночи с понедельника на вторник прохожие в парке Черное озеро обнаружили окровавленного 38-летнего мужчину. Приехавшие на место врачи скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавшего, но медики оказались бессильны, он скончался в реанимации. У мужчины было 3 проникающих ножевых ранения, повреждено легкое. Подозрения пали на пару – мужчину с женщиной. Они были зафиксированы камерами наблюдения недалеко от места происшествия. Он, скажем так, достал нож, и я убью сейчас, и порезал меня вот. То есть я, боясь за жизнь жены своей, вообще в сторону сразу оттолкнул. На скамье подсудимых 40-летний Евгений Музыка. Он родом из Польши, зарегистрирован в Керчи, уже 2 года живет в Казани. В разговоре с журналистами был откровение. Он рассказал, что в Тузло-Получную ночь отдыхал с супругой в парке Черное озеро. Тогда к ним и подошел сильно нетрезвый 38-летний Ренат Гайнулин и стал им предлагать выпить. И объяснил повод, отмечая день рождения дочери. Одному пить больше не хотелось, сильно поругался с женой и ушел из дома. В совместном употреблении спиртного семейная пара ему якобы отказала, и тогда он схватился за нож. Я просто побежал за ним, вот это мы в перепалке, то есть я у него пытался выхватить нож, и оно как-то непроизвольно все произошло. Дальше я просто нож этот забрал, и все, чтобы он дальше не смог ничего совершить, потому что я не знал даже, в каком он состоянии. Все остальное, по его словам, было как в тумане. 3 раза ударил человека и с супругой ушел домой. Говорит, не думал, что раны серьезные. Раненого мужчину обнаружили прохожие, они вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Было задето легкое. Мужчина скончался в 3 часа 38 минут на операционном столе. Полицейские по камерам наблюдения установили подозреваемого и поздним вечером его задержали. Скрыться Евгений Музыка не пытался. Полицию ждал дома. Я утром проснулся, просто давай в голове прокручивать то, что помню, и просто был в шоке сам. То, что я не знал, что с человеком, как с человеком. Когда, то есть, я проснулся, то есть, у меня еще не было в этом в голове даже, что меня искали там. Версия защиты заключается в том, что он в момент совершения преступления находился в психотравмирующей ситуации, которая именуется аффектом. Если экспертизу проводить, подзащитный вред здоровью, может даже средней тяжести. Если посмотреть, у него повреждения, получается, фаланги пальцев, рваная рана в левой руке. Следователи считают, что он действовал умышленно. Подозреваемому предъявили обвинение по статье «Убийство». Следователь просил суд отправить обвиняемого на 2 месяца в следственный изолятор. Гособвинитель его поддержала. Евгений Музыка и его адвокат просили назначить домашний арест. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Евгения Музыка на 2 месяца в следственный изолятор. Тем временем его адвокат намерен добиваться переквалификации уголовного дела со статьи «Убийство» на статью 107 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство, совершенное в состоянии аффекта. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112.
25-летний мотоциклист пострадал в серьезной аварии на перекрестке Академика Кирпичникова и Губкина в Казани. Там байк столкнулся с Renault Captur. По предварительной информации, водитель иномарки решил заехать во двор, поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклисту, у которого было преимущество. Сильные ушибы двух коленей и локоть, защита спасла. Сразу после столкновения очевидцы вызвали медиков. Фельдшеры скорой осмотрели мотоциклиста и оказали ему помощь на месте. От госпитализации он отказался. Рассказал, что двигался по улице Губкина. Неожиданно перед ним на перекрестке с улицей Академика Кирпичникова появился Renault Captur. Я, получается, только с перекрестка выехал, у меня вообще 60 было только, наверное, и то максимум. И я далеко не улетел, скорости не было большой, я просто ему на капот присел и все. Водитель иномарки комментировать произошедшее отказался и лишь пытался скрыть номера своей машины от телекамеры. Поворачивать во двор, выезжая на встречную полосу, на этом перекрестке запрещено. Окончательно определить степень виновности каждого из участников столкновения теперь предстоит автоинспекторам на разборе происшествия. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Иван Худяков. Вызов 112. А на перекрестке улиц Спартаковская и Миннулина столкнулись Hyundai Getz и Land Rover. Водитель внедорожника не уступил дорогу малолитражке. На головную боль после ДТП жаловался водитель легковушки. Однако медиков вызывать на место происшествия он не стал. Я пропустил пешехода здесь и начал движение, поехал, и все, увидел то, что у меня едет. Максимально успел затормозить. Водитель Hyundai Getz признается, если бы вовремя не среагировал на выезжающий прямо перед ним на пересечении улиц Спартаковская и Миннулина Land Rover, последствия аварии были бы куда хуже. Удар пришелся бы тогда прямо в него. Мужчина рассказал, что пытался избежать столкновения, но не смог. Сразу после аварии у него закружилась голова. Он почувствовал себя плохо, но медиков вызывать не стал. Водитель внедорожника сразу признал свою вину, сказав, что виноват и не уступил дорогу водителю, едущему по главной дороге. Просто я посмотрел светофор, здесь нет никого, здесь нет никого, тут нет никого, пошел, а он ехал и я пропустил, все. Но заплатить штрафы придется обоим: водителю Land Rover за нарушение правил дорожного движения, а владельцу Hyundai за отсутствие обязательной страховки. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Иван Худяков. Вызов 112. Неприятным стечением обстоятельств, в которых он не виновник, а жертва, считает водитель «Лады Калина» аварию, которая произошла поздним вечером на улице Арбузова. Там столкнулись два отечественных автомобиля «Калина» и «Лада» 12-й модели. Причем последний стоял на светофоре и вообще был сломан, не смог завестись после остановки. Стечение обстоятельств, как гаишники тоже говорят, что, скорее всего, я виноват, кто уехал зад, тот виноват, но я, конечно, с этим не согласен, будем судиться. Говорит, виной всему знак аварийной остановки, вернее, его отсутствие. Поэтому то, что машина впереди сломана, остальные водители понимали слишком поздно. Если бы знак просто стоял, все бы заблаговременно перестроились. И впереди меня идущие машины, и эти бы уже видели, что авария тоже притормозили. А того, что он просто стоял, тоже не больно тихая улица, оживленная. Молодой человек рассказывает, двигался по улице Арбузова в сторону Губкина. О том, что «Лада» 12-й модели, стоящая перед светофором, заглохла, и водитель не смог ее завести, узнал уже потом в разговоре с ее владельцем. Тот рассказал, что сначала заглянул под капот, гадал, почему машина могла заглохнуть, и только затем подумал о знаке, но было поздно. Он стоял на аварийке, но без знака. Знак же все равно нужно выставить за метр 15 по ПДД. Я ехал за машиной, не за ней, а просто другой. За ней дистанцию соблюдал, получается, и по бокам меня машины. Я вижу, как впереди меня идущая машина просто резко влево выныривает, уходит, видимо, от этого удара. А я уже не успеваю, потому что в коробке остался, все. И я тормоз в пол. Остановиться он просто не успел и врезался в стоящий автомобиль. Удар был такой, что обе машины были больше не на ходу. Оформлять аварию водители отправились в Центр оформления ДТП. Если водителя «Лады Калина» признают виновным в аварии и суд с этим согласится, то возмещать ущерб водителю пострадавшего автомобиля придется ему самому. Обязательной страховки у него нет. Рассказывает, что за полис страховая компания запросила 60 тысяч рублей, а отдавать за ОСАГО половину стоимости своего автомобиля он не решился. Рамиль Шайдулин, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.